В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Варилия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах этого часа. Следующий год в республике объявлен годом матери. Глава республики провел ежегодное послание Госсобрания. Что еще можно из него выделить? Новый год в новом доме. В Ленске продолжается вручение ключей участникам программы переселения. Наши коллеги побывали в гостях у новоселов. Впервые в России в колледже инфраструктурных технологий СВФУ стартовал чемпионат WorldSkills по новым IT-компетенциям. Годом матери назван 2022 год в республике. Об этом в ходе ежегодного послания к Государственному собранию заявил глава республики Айсен Николаев. Многодетным матерям будут оказаны беспрецедентные меры поддержки. Семьи, где воспитываются более 5 детей, освободят от налога на имущество. Также за каждого рожденного в Якутии ребенка в 2022 году выплатят 100 тысяч рублей. Кроме того, Айсен Николаев подвел итоги уходящего года. Это был настоящий год испытаний. Не бывало засушливое лето, коронавирус, лесные пожары. Все это не сломало, а наоборот, только укрепило народный дух якутян. Так как 2021 год в республике был годом здоровья, врачи стали национальными героями, которые во время пандемии не забывали и о других болезнях, помогали людям и спасали жизни. Из года испытаний переходим в год развития, резюмирует глава Якутии в своем послании. Айсен Сергеевич многое сказал о том, что приоритетно это самое главное человеку. Самая главная целая задача поставлена в этом послании, чтобы было улучшение качества жизни наших граждан Республики Саха-Якутия. И 2021 год был объявлен годом здоровья, поэтому действительно год очень сложный был, уходящий. И поэтому Айсен Сергеевич, медицинские работники, чтобы чувствовали себя поддержку со стороны главы республики и правительства, мы делали возможное и невозможное, чтобы улучшить качество обслуживания наших пациентов. Размеры вознаграждения семей с приемными детьми в республике увеличат вдвое в 2022 году. Сегодня в республике 634 ребенка воспитывается в 233 приемных семьях. Чтобы поддержать их, я поручаю увеличить базовый размер их вознаграждения в 2 раза, заявил глава Якутии в ходе послания парламентариям региона. Также он дал поручение правительству в течение 3 лет построить Центр социальной помощи семье и детям в Якутске, начав в следующем году его проектирование. Кроме того, глава республики предложил увеличить в 2 раза объем финансирования на гранты общественным организациям для реализации проектов в поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Бывшее здание Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации начали адаптировать под школу. Сюда в следующем году перейдут обучаться дети из школы номер 1 города Якутска, которую признали аварийной. Напомним, здание школы по адресу Ленина, 32 было построено в 1941 году. Степень его износа на сегодня составляет более 70%. Он признан ограниченно пригодным, укрепительно-восстановительные работы невозможны. В школе на сегодня учатся 614 детей. После всех ремонтных работ они продолжат получать знания в обновленном здании Коптеха. Это случится не раньше марта следующего года. На сегодня здесь вовсю идет капитальный ремонт. 2 этажа здания уже подключены к теплу, и до конца этой недели здание будет полностью отапливаться. Ну, у нас 4-й этаж уже под отделку идет, там укладывается плитка, керамогранит. На 1-м этаже ведут кладочные работы, на 2-м, 3-м этаже пробивка отверстий под вентиляционные каналы. Будет вентиляция монтироваться. Вентиляция в полном объеме уже заказана. Со всеми подрядчиками договора заключены, которые будут вести работы по инженерным сетям. И до конца года какие работы планируете? Ну, до конца года мы должны завершить все работы полностью по кладки стен, по установке вентиляционных каналов. Но если получится так, что мы всю вентиляцию смонтируем, то уже и на отделочные работы можно будет приступать.
В Ленске продолжается вручение ключей участникам программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Введен еще один дом по улице Якутская в новом жилом квартале «Рабочий». Ленчане с удовольствием осматривают свои квартиры и даже несмотря на морозы, которые установились в Ленске, упаковывают чемоданы и занимаются переездом, чтобы Новый год встретить в новом доме. Анна Кожевникова побывала в гостях у новоселов. Из покосившихся стареньких двухэтажек, построенных в середине прошлого столетия, ленчане сегодня переезжают в новые уютные квартиры, расположенные в современном жилом комплексе «Рабочий». Эстафету по переселению в рамках реализации федеральной программы приняли на этот раз жители улицы Чапаева. Это часть города старой деревянной застройки, не раз страдавшая от разрушительных наводнений. Жили мы по Чапаева 20 лет. После наводнения получили. Все удобства на улице в том доме были. Сделали, конечно, канализацию сами. Поставили мы двери железные, и когда по ним можно было температуру на улице определять. Если промерзла до ручки, значит уже за 40. В новом же доме у Галины Лучиной квартира на 9-м этаже. О замерзших дверях и речи быть не может. Тепло во всех комнатах, причем температуру на батареях можно регулировать. Сегодня хозяйка новенькой трешки планирует, как распределить комнаты, где будет кабинет, а где спальня, как создать теплую атмосферу в зале и куда поставить 2-метровый холодильник. Неожиданно к Новому году думали, что летом на будущий год. Но, конечно, Новый год в новом жилье – это очень-очень замечательно. Спасибо всем, кто имел в программе переселения из ветхого жилья. Все благодарю. По квадратам новая квартира у Галины больше предыдущая, как дополнительный подарок от застройщика 2 балкона в кухне и в зале на разные стороны дома, с которых открывается шикарный вид на город. В новом жилом квартале развитая инфраструктура. Дома в рамках программы переселения строятся по этому принципу в центре города. Благоустройство у нас на сегодня возможно для многоэтажных домов только в центре города, поскольку есть центральная котельная, она обеспечивает круглогодичное снабжение холодной и горячей водой, централизованное водоотведение. Сегодня Ленск с опережением реализует программу переселения. Хочется, чтобы эта тенденция поддерживалась и в дальнейшем. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, 70 заболевших выявили в Якутске, 39 в Нерюнгринском районе, 23 в Алданском. По 8 инфицированных зафиксировали в Мегино-Кангаласском и Алекминском районах, по 7 в Мирнинском и Хангаласском. По 6 человек заболели в Амгинском и Татинском районах. Еще в 10 районах республики выявили от 1 до 5 заболевших. Производство альтернативного топлива предполагается на будущей мусороперегрузочной станции в столице республики. Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в Якутске будет производить альтернативное топливо, которое планируется использовать с целью сокращения применения традиционных видов топлива и сырья путем их замещения. Производство альтернативного топлива составляет 20% от общей массы поступающих твердых коммунальных отходов. Отмечается, что станция в целом позволит обрабатывать порядка 36% поступивших твердых коммунальных отходов, а в дальнейшем до 50%. Между тем, в Ленске сменят регионального оператора по уборке твердых коммунальных отходов раньше срока. Представители Мирнинского предприятия жилищного хозяйства должны вывозить мусоросборники на придомовых территориях еще как минимум 7 лет. Когда сменится подрядчик в городе и почему, расскажет Юлия Золотарева. 50/50. Так сегодня можно описать темпы вывоза мусора в Ленске. Микрорайон Северный рекоператор не заглядывал давно. Подойти к контейнерам невозможно, их не видно. В центре города отходы также вывозят с перебоями. Сегодня баки вывезут в микрорайонах Северный, Алроса, Разведчик и в центре города. Мусорный коллапс в Ленске начался в январе. Тогда бытовые отходы не вывозили месяц. В течение года вопрос не решился. Сначала региональный оператор и руководство полигона не могли договориться о расценках за объемы вывозимого мусора. Позже наступили морозы, ломалась техника. Обновить ее не позволяют долги потребителей. Региональный оператор уверен, когда ленчане погасят долги, то есть вернут более 17 миллионов рублей, услуга станет качественнее. У МПЖХ появятся деньги на покупку дополнительной техники. Осенью добавилась еще одна проблема. Въезд на полигон для вывоза ТКО закрыли.
26 октября по 7 декабря 2021 года оператором полигона ТКО в городе Ленске был запрещен въезд самосвальной техники ООО «МПЖХ». С 8 декабря данный вопрос урегулирован. ООО «МПЖХ» заключен договор дополнительный еще с одним подрядчиком для скорейшего вывоза накопившегося ТКО, в том числе и крупногабаритных отходов. За этот год Роспотребнадзор штрафовал рекоператора 3 раза за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Штрафы не ускорили решение проблемы. На нее обратили внимание в Министерстве ЖКХ Якутии. На сегодняшний день вопрос организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ленского района находится под особым контролем Министерства ЖКХ и энергетики. В связи со сложившейся ситуацией и финансовым положением регионального оператора принято решение разделить западную зону деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на 7 зон. До 16 декабря в Ленском районе идет отбор нового рекоператора. Как нам рассказали в МПЖХ, пока заявку на тендер они не подавали. Итоги конкурса подведут в конце года. С 1 февраля 2022 года новый подрядчик должен приступить к своей работе. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». В колледже инфраструктурных технологий СВФУ впервые в России стартовал чемпионат WorldSkills России по новым IT-компетенциям. Студенты колледжа технологий приступили к решению задач в новых направлениях. Это специалист по тестированию игрового программного обеспечения и цифровая трансформация. В этом году на базе колледжа инновационных технологий чемпионаты проводятся в 22 компетенциях. Ежегодно сооружаются новые площадки и мастерские, позволяющие проводить самые актуальные в сфере IT направленности. Участие в чемпионате принимают не только студенты, но и школьники со всей республики. Если мы начали с 5 компетенций, то сейчас мы участвуем уже в 22 компетенциях. Да? Значит, последние, если 3 года взять, то в 2019 году мы участвовали по 19 компетенциям, а до этого 15 компетенций было. И по 19 компетенциям в 2019 году 19 медалей завоевали. Поэтому обычно вот эти ребята, они очень хорошо владеют этими компетенциями. И, конечно, в своей области они уже лучшими становятся специалистами. Даже они, независимо от того, что они занимают места или нет, да, на чемпионатах, независимо от этого, вот как они готовятся, все равно вот процесс подготовки дает сформирование вот профессиональных именно компетенций, не только WorldSkills, но и вот тех компетенций, которые предусмотрены по ГОСам. К этой минуте у меня вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До новых встреч в эфире.